Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, достар. Бүгін енді эфирні мына шулай башларға болдым. Тиктокта мен буду эфирить. Максимально будем читать комментарии и так далее. И обсуждать о территориях и обо всем это. О Башкортостане, Татарстане и Азии, которые сейчас как бы обсуждают во всем мире, так сказать. Именно какие-то движения азиатских президентов в Америку и так далее, и так далее. Давайте об этом тоже чуть-чуть от моего имени поговорим, как я вижу это положение, но в то же время как это, от своей цели я никуда, ни туда, ни сюда не отойду, если только могу сменить какие-то моменты только. Вот. Шунарга, дуслар, что я хочу сказать. Наша цель – это свобода нашим землям. И тут, как обычно, вот этот Лига свободных наций или кто-то увидел сегодня карту, которая меня раздражает уже постоянно, как я вижу эту карту. Давайте просто посмотрим, я его закинул в телеграм-канал свой, и посмотрим. Northern Евразия, наверное, 2030 год. Вот эту карту, если вы помните, вот речь будет об этом. Эта карта меня выбешивает конкретно. Кто его рисовал, не могу понять. Но я всегда вам говорю, там сидел Габбасов, потом этот хуй, блядь, Кашаповы вроде тоже были там. Ну, это дичь, вот это вся дичь сидела там, и как бы о чем они там говорили, непонятно. И тут наблюдаю такой момент. Вот если вы его увеличите, если вот таким образом увеличите, мы начали сейчас с этого. Так, всем еще раз салям, и хочу, резко я так начал, конечно. У меня сейчас с интернетом проблемы, поэтому я выхожу только на ТикТок. Почему-то ТикТок тянет, а YouTube не тянет. Поэтому посередине получается, так сказать, слева у меня ТикТок, справа у меня просто идет запись телефона. Где-то там полчаса будем, допустим, в эфире. Это я остановлю, потом еще раз. И таким образом это все в YouTube потом загружу, чтобы мог смотреть Башкортостан с Татарстаном. И тут самая главная печальная вещь, то, что у меня выбешивает, и люди, ни одного человека я еще не видел, вот кроме меня, кто говорит об этом. Вот я за сколько времени меня отсутствовал с апреля месяца, грубо говоря, я выходил к трава, да, ведь. И тут вот пока появилось у меня какое-то время, я пытаюсь вникнуть, что происходит вообще в мире. И тут буду говорить на русском больше, потому что есть, как говорится, друзья, люди, которые могут, украинцы могут тоже слушать, и кто не понимает татарского языка. И таким образом, дуслар, смотрите, вот здесь, если вы знаете, это карты, которые я даже не знаю, эти карты, которые я в глаза не видел никогда. Это почему? Просто я скажу. Оренбургская какая-то автономная область. Ну, примерно я-то вам говорю так, это якобы по писанинам, по обсуждениям, я уже когда-то слышал об этом. И поэтому у этой территории, нашей территории, образовалась какая-то ебучая карта. И вот эта карта меня выбешивает. Это раз. Потом, сейчас я вам эту карту себе в телефоне можете открыть. Просто тупо напишите регионы. Сейчас, форум свободных государств, пост России. Форум свободных государств. Просто в Google вбейте, и выйдет эта карта. И расширьте его максимально на компьютере. Здесь на телефоне тяжело посмотреть. И тут самые тупые моменты. Я 1000 раз это уже в своих эфирах обсуждал. Красное это Башкортостан почему-то, и чуть-чуть Куандыка ему дали. Понимаете? Отстегнули из наших земель нам какую-то положенную вещь. И на него ездил сам Габбасов и еще эти пидорасы Кашаповы. Исходя от этого, я не согласен. И видите, какой кусок Татарстану только дают? Татарстан это маленький, зеленый. Охуели. А Оренбург чей будет? И тут получается, даже здесь капля земли в Казахстан не попадает, их земля. Понимаете?
Шунарга дуслар, этим я не согласен, это раз. Дальше идем. Сегодня полностью вся вот эта хрень будет, обсуждение этого момента. Пишите комментарии, кто чем согласен, не согласен, будем обсуждать об этом тоже. Второе, вот эта желтая херня, это Челябинск. Мен аңламайм, какого Челябинск больше Башкортостана становится. И кто там будет жить в Челябинске? Челябинские? Или кто там? Челябисты? Кто там будет жить? Кто они? Дальше идем. Дальше идем. Вот здесь. Но это, мне кажется, желтая, я сейчас ошибаюсь. Чуть-чуть выше уже она пошла, оказывается. Екатеринбург это. Екатеринбург с Челябинском вместе. И выше уже вот здесь синее, вот это фиолетово-синее, тоже какой-то крестоносный флаг. Его, наверное, дали под Ненецию. Или, надо посмотреть нормальную карту, посмотреть, ну, это под кого-то дали. Надо посмотреть по списку этих карт. Как его назвали, я сейчас пока не могу вспомнить, не смогу сказать, кто там на этой карте. Но где-то было написано. Когда-то я раньше, год назад, это уже мы обсуждали. Ладно, хер с ним. По названиям потом определимся, потому что этим названием я все равно не согласен. Эти названия нам не интересуют. Над Башкортостаном маленький участок дали Перми, наверное. Пермь. Пермь отделили. Это что за дичь? Пермь это уже конкретно Башкортостан Назира. Оренбург больше половины нашей земли. В Оренбургской области. Чуть там Казахстану, остальное весь Татарстану. Потом. И обширная почему-то территория, прям вообще пипец, это синим, вот это синим обведено, это, наверное, Эрзя-Мокша или кто это, или Чуваши. Нет, Чуваши там мелкие, это, наверное, не знаю, наверное, вот эти, Карелия. Или что-то в этом роде. Ну, суть того, что я вам рассказываю всегда, вообще тут не вписывается по этой карте. И эту карту постоянно они мусолят везде. Форум свободных наций. Если теперь, ладно, по территориям мы примерно определились. Вы примерно поняли, о чем будет разговор. Этой фигней я полностью не согласен. Почему? Потому что первое, то, что я вам всегда говорил, что наша территория должна быть вырастена, ну, усергатыш до морей, Безна территория дингизге хатлы боларга тиеш, до дингиза. Это означает вот до сюда. Если вот это... Всем привет! Сейчас, секунду. Тут другое видео. Вот если вы помните, вот этот хвост, это новая земля. Ну, если вот просто карту будем смотреть, это новая земля. Это Ненецкий автономный округ. Ненейцы. Ну, я их нанайцами называю. Ну, ненейцы, нанайцы, ну вот эти. Ненеция, это Ненеция тоже войдет внутрь Башкортостана. Когда я вам рассказывал, всегда еще, я считаю, это, знаете, только одно. Меня скажут, ты охеревший, это раз. Второе, мне скажут, там, ты придурок. Третье подобие, там, наверное, я так думаю, Айсина, Габасова, Кашапова. Это те, которые как бы сейчас на нашей, так сказать, на нашем горизонте, которые люди, которые диктуют про независимость. И среди них, получается, я, который как бы вообще о другом, как говорится, пытаюсь донести людям. Они несут как бы общее какое-то значение, а я вам несу именно по мелочам и по конкретным действиям, которые нам нужно будет сделать. Для чего? Чтобы вы не задумывались, сразу я вам отвечу сразу. Безна орада, вот между вот этими промежутками Оренбург, который я вам перечислил, Екатеринбург, Пермь и так далее, не должно быть вообще сквозняка узкожопых. Узкожопые вы понимаете, да? Я это называю русских. Русские, которые нормальные, которые возьмут, мы когда возьмем независимость, они примут нас, как есть, тихо, мирно. Они русские. Если эти пидорасы не хотят принимать, они узкожопые. Все, вот кликуха ихняя.
как они дали хохлам, нам, чуркам и так далее. А у них узкожопые они. Вот эти узкие, так сказать, не должны существовать вообще возле нас. Вообще, вот эти узкожопые не должны существовать вообще возле нас. Нигде. Всегда, когда я вам говорю об этом, что Казахстан это не из наш, это верх Казахстана. Получается, у нас нету никого там. Узкожопых вообще никого не должно быть. Идет дальше полоса. Я вам 1000 раз уже об этом рисовал и так далее, но в ТикТоке я редко вел эфиры, потому что я больше вел в Ютубе. В ТикТоке, может, это как-то по-новому, я говорю, не знаю. И в итоге, получается, весь снизу Казахстан и наверх идет Башкортостан. Все, пошли до морей, до вот этих морей, долбанных северных морей. Все это будет Башкортостан, бір полоса. И одна полоса Татарстан будет. Низ у нас будет распределен Оренбург и Куандыкский коридор под нами. Получается, это все будет наше. И где-то там, если Казахстан захочет вспомнить свои истории и получить свои какие-то земли, нам проблем нету. Мы их как бы на бумаге им, получается, предоставим. Потому что Хазыр бұл жерлер бүтінісі, вы понимать должны, урыс жерлері. Шунарға біздің орабызда урыслар болмасқа тиіш. Урыслар болмасқа тиіш вообще. Вот это вы должны просто раз и навсегда понять это. Урыс это низ. Не должно быть. Теперь боковые стороны я вам рассказываю. Боковая сторона это Челябинск. Большинство там Челябинске, вот моя тетя там живет. Там башкортлар, татарлар анда. Там русские чисто какие-то откуда-то приперлись. Там вообще их в духу не должно быть. Екатеринбург то же самое. И не нужно тут говорить там Екатеринбург, там Екатерина приперлась и все такое там от ее имени осталось. Нам плевать, как оно там было, но эта дорога была в Тюменге. Тюменге. Эта дорога была в Тюмень. И там никаким боком Екатеринбург как бы к русским вообще не относился никогда в жизни. Я вам читал до этого Алдар-Батыра, историю Алдар-Батыра. Алдар-Батыр туда-сюда, конкретно туда ездил. Когда он нападал на Москву, Алдар-Батыр, ну, грубо говоря, когда ложил хир на Москву, он туда мотался, в Тюмень, за помощью. Ну, я вам читал уже об этом в начале прям Алдар-Батыра, история Алдар-Батыра. Исходя от этого, бұл Екатеринбургны мына бұны сөйлей тұрған болсақ, это Челябинск, это оранжевый, они считают Челябинск с Екатеринбургом, это вместе, они вроде бы делают там Екатеринбургск, и как-то его назвали они, автономный округ, какой-то округ, его они назвали как-то вот интересно, короче. Исходя от этого, эта часть тоже будет разделяться с Бурятией. Вот это, наверное, розовое, это Бурятия, а верх это Саха. Там уже понятно, здесь или нет, туплю. Синее это вот кто-то, я не понял, вот это кто, надо посмотреть. А вот это синее, фиолетовое и, короче, вот это фиолетовое дали бурятам и Саха. И кисена, что за хрень? Я так понял. Или что это такое? А, нет, дальше идет карта. Туплю. Это вот фиолетовое, я увеличил больно. Фиолетовый вообще даже не знаю, что это такое. Наверное, это еврейское автономное или что там, я не знаю, фиолетовое, надо почитать. В итоге, и так далее, там дальше вот разделение идет. Видите как? Разделение идет. Их надо тоже почитать. Ладно, та сторона пока не интересна мне. Вот, самое интересное вот этот момент. Поэтому, исходя от этого, бізге Татарстан белән Башкортстанга разделить Россию пополам, это наша задача. Для чего? Чтобы уничтожить Россию полностью. Чтобы налево и направо пути были только через нас. Это будет давать даже вверх через нас. И низ через Казахстан будет. В итоге, получается, бізге біркім кіре алмайшақ. Это означает, никто не сможет к нам зайти туда вообще и пройти. Поэтому изначально, когда идет разделение России,
когда я вот на том эфире вам рассказывал в ТикТоке, как раз вот на днях делал эфир, да, позавчера, над нами нет хозяинов. Вот хозяев нету. Вы должны сами себе дайте себе понять, что над вами нет хозяев. Нет хозяев над вами, кроме Аллаха. Над нами, над всеми есть Аллах Та'алям. Но над вами и над нами нет людей хозяев, поймите это. Исходя от этого, башкирт или татар, чечен, Дагестан должен понимать, что мы мусульмане, если мы верующие, если мы не эти мунафик, как это по-русски будет, это лицемеры, если мы не лицемеры, то получается мы верим только в таваккуль. Да? Мы верим в таваккуль, мы делаем таваккуль Аллаху и тем самым добиваемся своих целей. Исходя от этого, все земли, которые разделены вот этим чертовым каким-то разноцветным карандашным, так сказать, колором, мы должны развеять, донести это, кто его делил, я не знаю, вот этим европейцам. В 2030 году ни хера такого не будет. Это как бы у них такая цель. В 2030 году, что типа такая будет фигня. Через 5 лет, допустим. Да? Но этого, туганнар, если даже будет по-нашему. По-нашему. Получается, до Москвы эта вся территория будет, по идее, наша, независимых стран. До Рязани. Исходя от этого, то, что к нам зайдет Челябинск, Екатеринбург, чуть-чуть кусок Оренбурга, разделенный с Татарстаном и с Казахстаном, и плюс Челябинск тоже также разделен будет с Казахстаном и с Башкортостаном, также. И вверх уже идет Екатеринбург, какая-то часть, и будет идти вместе с каким-то республикой. Не могу сейчас сказать, какой, если надо просто карту посмотреть, я скажу, какая территория там. Карелия или что-то такое, короче. И Карелия, может, слева, я не знаю. В итоге, исходя от этого, получается, вверх Пермь, кусочек Удмуртии, я в тот раз вам говорил, все это вверх, и Ненеция идет все через Башкортостан. Какая-то часть этого Мариэль, какая-то часть Мариэля и Удмуртии также пройдет через Татарстан. Вот наша задача, туганнар. Вот это наша задача. Поэтому, если когда идет речь о том, что сейчас вот поехали там люди, получается, там по Азии катаются по американцам, тут нужно одну вещь понимать, что кататься мы по американцам не можем, не будем, и плюс не у кого спрашивать нам. Кланяться мы ездить не будем, туганнар. Наша задача доказать всему миру, что есть народ Башкортостана, есть народ Татарстана, Ичкерии и Дагестана и так далее. Там Мариэль, Чувашия, и Бурятия, Саха и так далее. Исходя вот из этих территорий, мы что и делаем? Мы разделяем так, по своей исторической перспективе, так сказать. Какая была у нас история? Какие земли принадлежали нам? Если интересно будет, то в дальнейшем, как я и говорил вам, когда читали Алдар Батыра, Тюмень, да, вот этот Тюмень, тоже он был частью татар и казахов, если уж глубоко будем копать. Поэтому внутри этих всех пространств не должно быть русского мира. Русского мира нигде не должно быть. И это нам нужно сейчас уже брать воспитывание, впитывание. Воспитывание, может, неправильно будет. Впитывание как губка в данный момент, что наша цель вот такая. Другого нет варианта. Не нужно там слушать европейцев, американцев и так далее. Это тут мы не американский пирог делим. Мы делим свои земли. Точнее, не делим, отнять надо.
Делить не надо. Они уже поделили для нас, изуродовали, так сказать, наши территории. И мы вот так привыкли жить. 500 лет после Казанского падения. Поэтому Крым таким же макаром был, так сказать, растерзан. Еще насчет Крыма тоже будем в дальнейшем, может, в дальнейшем, я не знаю, кто где-то найдет историю Крыма, тоже будем разбираться. Потому что Крым, вот этот маленький, я считаю, был больше. Он был выше, так сказать, Евпатории и так далее. Вглубь Украины. Это тоже нужно будет потом еще поковыряться. И тоже распределить Крым. Как я вам в тот раз в тех эфирах сказал, что я уже как бы больно не топщик за Украину. Мне уже как бы похую, что там творится. Мне до пизды. Потому что от хохлов ебучих я здесь уже нахватался всякого дерьма. Поэтому я ебал в рот. Что они там будут с Путиным делать, как они будут дальше воевать, похуй мне. Вообще до пизды до них. И так будем разбираться только по своим территориям Башкортостана и Татарстана. Потому что вчера еще одну вещь увидел, я сейчас найду или нет, я не знаю. Смотри, говорит, видео, но я не стал смотреть. Но там было конкретно написано в Фейсбуке, что получается какая-то дичь происходит у допросников, извиняюсь, у допросников этих, сюда я закидывал или нет, я не знаю, которые допрашивают пленных, всякие вот эти пленных допрашивают украинские мужики такие, которые сидят там, ха-ха-хи-хи, допрашивают их. И если вы помните, допрашивали одного чеченца, получается, сейчас найду или нет, ну где-то я в ютубе просто наткнулся, там это все кидает какой-то татарин откуда-то, доносит людям. Ну это сейчас в другом получается. И там получается те люди, вроде бы, как я понял, издеваются над татарами. Украинцы издеваются над татарами. А когда они издевнулись при беседе с этим чертом, который беседу принимает, как его звали, блин, ну, два таких жирных, таких бородатых чувака, короче, которые допрашивают чеченца, и потом чеченцы начали, ну, над чеченцем они начали смеяться, издеваться, и потом чеченцы отсюда с Европы вышли, чтобы он не борзел. Ну, что-то в этом роде, если помните. В прошлом году была такая фигня. В прошлом году. И тут как бы он этот разговор поднял, хотел, наверное, сказать, но такие, короче, я не стал смотреть, потому что я их не хочу даже смотреть, этот разговор. Длинный этот YouTube, их не бла-бла-бла. Но в итоге, короче говоря, там рассказывается о том, что каких-то татар убили на войне. Свои же, вроде бы. Об этом речь идет. И они вот с этим пленными об этом обсуждают. Или с пленными обсуждают, или разговор идет с этим, с командованием вот эти, с этим, которые внутри Украины, типа русские, северные русские, что ли, какие-то русские, которые там ходят же, вот это один длинноволосый, Эрнест, или как там его, этот с Петербурга, который вот из этой басуды, короче, типа, которые против Москвы воюют, русские, которые против Москвы воюют. И вот они, получается, издевались над татарами. Вот такая фигня, короче. И вот он вроде бы эту тему там в Фейсбуке что-то выложил, я так и не понял, нифига, короче, надо посмотреть. Если кто смотрел, можете как бы в двух словах описать, в чем проблема там была. Но суть не в этом. Суть в том, что с украинцами, получается, воюет Москва, да, ведь попадают наши манкурты под раздачу. Это понятно. Но мы не манкурты. Исходя от этого, когда украинцы бурагозят здесь, в Европе, и поднимают голову и пытаются нас унизить, я считаю, это неприемлемая тема. Потому что оларны күтіне сіге Мәскеу біз түгіл. Біз сікмейбіз, біз мында юрибіз, өзіміз елі, как говорится. Оларны Мәскеу сіге.
И на такой почве, блядь, отрываться на нас, я считаю, это вообще ни в какие рамки не влазит. Из-за того, что здесь правила Европы чуть не российские, поэтому как бы их пальцем трогать нельзя. Потому что, как говорится, здесь за шапалах там по 5-10 тысяч евро платишь потом только вот за это. Поэтому как бы их здесь, ну вообще людей здесь трогать нельзя, законы такие. Исходя от этого, и они переходят все рамки. Он только не то, что олар күтәнәсе кергә, башын гына аларга нахуй остается этих хохлов ебаных. Другого варианта нету. Это которые охуели здесь, местные. Ну, так сказать, местные. Им поблажек понадавали, бумажек, блядь. Как бы они же эти овцы, блядь, как говорится, пострадавшие пидорасы. И исходя от этого, эти пидорасы, получается, здесь охуели, так сказать. Вот. Я с ними постоянно попадаю как под какую-то раздачу. И исходя от этого, я понял, что неблагодарный народ, неблагодарный, крысанутый народ, неблагодарный, которые бросили свою, блядь, республику и съебались в Европу прохлаждаться. Дохнуть не хотят. А потом, когда, как товарищ мой сказал, ждуны, блядь, когда там Путин их разъебет, не разъебет, блядь, закончится война, они вернутся на готовые, блядь. Охуенно, да ведь? Поэтому, исходя от этого, Башкортостан или Татарстан теперь должен не рассчитывать вообще на эту Украину, нахуй. Вот, я через 2 года поменял свое мнение, прикиньте. Пройдя этот путь в этом году, летом, это стартанул я летом как бы ездить по Европе, ну так пришлось, и попадал под разные моменты. Осознав эти 7-8 месяцев моих, я понимаю, что эфиры будут вестись теперь по-другому. Реально по-другому. Потому что топка за Украину, она неблагодарная, народ неблагодарный. И, во-первых, еще крестоносцы. А мы мусульмане. Исходя от этого, блядь, от крестоносцев, блядь, нахуй, хатаргина. Бір яхшылық yok onlarda. Только одни проблемы, блядь. Геморрой один только создается. Поэтому хохлы, которые, блядь, понимают, что независимость Башкортостана и Татарстана это наша цель, они нормальные украинцы. А те, которые не могут понять и нас причисляют к узкожопам, это пидорасы. Это нацики. Для меня уже автоматом они становятся нацистами. Нацистами, блядь. Не меньше, нахуй, фашистской Германии, блядь. Не меньше, блядь. Такие же нацисты, которые скажут там, африканец это этот негр, узбеки это чурки. Вот из этой категории, блядь. Но только хохлядские пидорасы. Можно сказать, блядь, Западная Украина, бандеровцы и вся эта дичь ебаная. Вот примерно так. Поэтому, дуслар, безге именно теперь определяясь по территориям, нашим территориям, блядь, Башкортостана, Татарстана, я еще раз постоянно повторяюсь и говорю вам, заходить нужно только через Казахстан. Поэтому нам нужно будет кровь из нос создать какую-то делегацию, не Кашаповскую нахуй, не Руслана Габбасова, блядь, а нормальная делегация, которая будет уже обсуждать о том, как нам через Казахстан войти на свои территории и создавать захват наших территорий, который я вам изначально 2 года назад или когда там, блядь, я начинал, вопрос задавал казахам, в ТикТоке вопрос задавал. Казахстан поможет, если мы так-то пойдем через Куандык к себе. Казахи сказали, народ поддержит, а правительство пидорасы. Все. Вот. Правительство дерьмо. Значит, получается, казахстанское правительство тоже в дальнейшем и должно идти на смену. Казахстан алга буларга тиеш. Тоже так же. Казахстан алга, который топит за Казахстан свободный от России и от всего. Не, как бы, понимаете, тут идет речь о том, что, как я до этого говорил, что брикемге буйсан маска. Буйсан маска это значит не подчиняться ни под кем-то. Чтобы не подчиняться ни под кем-то, и нам, и вам нужно определиться территориями. Территории, которые у вас есть, они ваши в собственности. Но ваша какая-то часть территории находится в этой ебучей России еще.
Это нужно дополучить. Просто так она отходить не будет. Потому что, видите, Путин, блядь, даже чужую территорию хочет отжать. Какой он отдает Россию, блин? Мы свою не можем забрать. Поэтому, исходя от этого, подушка, так сказать, безопасности заднего фланга, для вас это передний фланг, к России. Для нас обязательно нужна Азия. Обязательно. И, допустим, если вместо Казахстана был бы Китай, также, наверное, был бы разговор с Китаем. Я так думаю. Хоть и они, блядь, хуй, блядь, нахуй, вот эти буддисты ебаные. Но тут, альхамдулилля, Аллах Та'аля нам дает такой шанс, что біздің мусульманлар Казахстанда, они какие-то там эти буддисты, или там неверующие вообще, или многобожники. Исходя от этого, бізге в первую очередь, сейчас, когда начали ездить все президенты по всей стране и кланяться там Трампу, от этого нам, по сути, ни тепло, ни холодно. Но есть один только плюс. Здесь, если отвяжутся ваши президенты от Путина, для нас это будет огромный, колоссальный плюс. И какой-то шанс, не как в Украине, а какой-то шанс Казахстана, там другого соседа у нас нету, вхождение, так сказать, наше вхождение через Казахстан в наши земли. Вот примерно эта система. Поэтому для этого я призываю всех башкортов и татар понять этот момент и тем самым к этому готовиться морально, физически и финансово. Бізге оружие алу керек, достар. Мне когда-то один татарин говорил, из Нью-Йорка говорил, если ты начнешь, оружие само появится. Туанар, оружие само по себе не появляется. Появляется оно как Зеленского видели? Барып, онда клянчит, тут клянчит. Клянчит, сұрап жүре, малай кебек. Унижается. И таким образом оружие брать, я ебал в рот нахуй. Если брать оружие, значит за деньги. А у нас очень башкортов и татар, которые крысеныши нахуй, которые посъебались, блядь, из России до хрена. И бабос нефтяных тоже до хрена. И еще внутренние наши еще не дернутые есть еще, которые вообще даже не колыхнулись даже, не шелохнулись вообще даже. Шунарга бізге, дуслар, кровь из носа нужно выработать конкретные, так сказать, организацию. Не Кашаповскую, еще раз повторяюсь. Кашаповы и так далее, все они крысеныши. Они крысы. Они только набили свои карманы и так далее, если даже они где-то участвовали. Это как навальнисты. Потому что я уже больше вникаю в это дело и понимаю, что от Кашапова кутагамда ярдам юг. И никакого нет движения. Он-то создал какое-то независимое государство, но от этого толка нет. Под ним пляшет как будто бы Айсен. Габбасов там пляшет сам по себе по Башкортостану. Нету продвижения. Почему нет продвижения? Потому что у них мышление такое. Я типа вот скажу, продержусь, а потом Россия сама развалится, и тогда мы предпримем что-то. Нет, Россия сама не развалится. Вы что, 500 лет видели, Россия после Казани развалилась? 500 лет она прожила. Где вы развал России видели? Никогда Россия не развалится. Я вам когда-то еще сравнение давал насчет этого. Вот смотрите. Давайте издалека начнем. Война в Украине. Идет война в Украине. Кто воюет? Наши. Еще глубже зайдем. Недавно, вчера только напоминал. В Париж. Здесь людям говорил об этом. Кое-кому историю. Париж. В Париж, когда башкиры гнали Наполеона, мне сказали казахи, и мы были. Казахи башкиры, значит, были. Башкорт белән казахлар булганнар Наполеонны Парижга хәтле куып барганнар. Ат белән. Шунардан соң без нинди дәрәҗәдә булырга кирәк? Дәрәҗә безнең нинди булырга тиеш? Дәрәҗә безнең
высшего пилотажа. В каком понимании? Что Россия 500 лет не была сломленная и не будет сломленная с внешним врагом. Внешний враг его никогда не сломает. Сломаем только мы. Я в каких-то эфирах вам рассказывал об этом, что внутри России только уничтожат Россию мы. Это значит не мы, башкиры, а мы, которые живут там внутри. Ул дегені Чеченнен башлап Саха-Якутияға хатлы все вот эти национальности, когда голову подымут, только тогда развалится Москва. Вы понимаете, нам не нужно всю Россию разваливать. Это как бы словесное такое, так сказать, объем словесный. Нам развалить только нужно Мәскәүне. Мәскәүне генә полностью югалтырга кирәк. Мәскәү югалганнан килген бөтен Россия үз җаена төшәчәк. И беркем белән сугышмый анда. Вы не думайте, что с кем-то будет кто-то воевать. Нет, нам не до этого будет. Нам нужно будет полностью, так сказать, вывести Москву, разобраться в своих территориях и так далее. И тут будет стоять теперь большая тема, которую как раз таки сегодня тоже хочу озвучить. Азия. Взаимосвязь, поддержка и так далее наша жизнь. После взятия всех земель, по моему плану, деген кебегинде, Аллах Та'аля как пожелает, так и будет. Как бы это я так пока мечтаю. После взятия всех этих земель сыр-бор пойдет с нашими соседями. Как сыр-бор. Дружеские отношения, туганлык и так далее. Как я всегда говорил, границ у нас не должно быть вообще никаких. Границы все будут на бумагах. Каягаздарана границы, нарисуете вы себе, мы нарисуем себе, все, оставим, куда-нибудь в музей засунем нафиг. И все. И вот самый интересный момент, чтобы вот это счастье, иншаллах, к нам пришло, вот это весь картовое счастье, так сказать, пришло, нужно понять, что Мәскәү, Қазаққа да, Узбекке да, Таджикқа да, Кыргызға да, 4 миллиардны пока гапырам, кейін дальше мы добавим туркменов, там добавим Азербайджан, само собой, Турция, Афганистан, вот, дальше Пакистан, Бангладеш, вот, наши вот эти территории, допустим, да, которыми мы будем тесно строить шелковый путь, так сказать. Вот этот момент нужно понять этим людям, что Мәскәү sizga ярдан бермәячәк, ярдан бермәгән, и никогда его уже как бы не вспоминать. Все, весь разговор будет только, допустим, Башкортостан белән, Татарстан белән и с другими регионами. Там Чечня, Дагестан, Кавказ и так далее. Кто с кем общий язык найдет, там, допустим, у кого-то хлеб будем покупать, у кого-то там, я не знаю, мясо будем покупать. Вот что-то в этом роде. Допустим, я говорю, это так, визуально так, мелочь такую я просто... И исходя от этого, Москва будет нуждаться в нас. Чтобы Москва не сдохла, от нас она будет покупать. Но за что она будет покупать? Будет вопрос стоять. И тут, я думаю, если Москва остается без ни с чем, потому что поля до Рязани, это я знаю, что это такое. До Рязани там 100, может, 200 километров. Я не знаю, примерно так. Там нет полей. Всю Москву этими полями не прокормить, они сдохнут. Если даже они только пшеницу будут сеять, там в лаптях будут ходить, они сдохнут от голода. Придется им взаимосвязь иметь с нами, с вами и так далее. И вот как раз Шунда, как я говорю, вот эти территории, чертовые вот эти, которые они сейчас разбомбили на мелкие куски, вот даже эта карта разбомблена, вот этого цветания не будет там, вот этого разноцвета не будет. Надо аккуратно
Кавказ, даже Мисулямагам, Кавказ еще меньше. Они что, рехнулись? Кавказ, постоянно по всем эфирам я вам твержу всегда, Кавказ будет до Воронежа. Вот Воронеж, хуй догонишь, до Воронежа будет Кавказ. Кавказ будет граничить, весь Кавказ будет граничить с Украиной и с Крымом. Вы должны вот этот процесс тоже понимать и контролировать. Весь Кавказ будет граничить с Украиной до Воронежа. Прикиньте, Воронеж койда, Украина койда. До Воронежа будет Кавказ, и вот над Воронежем будет Москва, грубо говоря. Примерно. Если там тоже еще непонятно, если Эльза Мокша не захочет сказать, что это их земли, потому что Рязань тоже земли Эльзы Мокши. Это тоже надо понимать. Это не узкожопых земли это. Ну, Серес Булаянь, вот этот, который разговаривает, постоянно говорит же, эфиры такие жесткие ведет. Вот мне он нравится, он конкретный мужик. Исходя от этого, вот эти территории, вот этот Щебредап Киткан, вот это мелочь, вот это не должно быть вот здесь, вот этого. Бардак это тут нарисовали эти европейцы, рисуют, понимаете, это неправильно. У них должно быть тоже огромное такое государство, чтобы они тоже могли себя удерживать. Они вот эти маленькие миллион дагестанцев не надо там делать. Там надо одно единое или там два потолок. Там Дагестан, Чечня, все, две республики там должно быть огромных, которые могли себя, так сказать, во-первых, прокормить и воевать, если вдруг какая-то сволочь еще нападет. Ну, такого уж, конечно, само собой не будет. И вот таким образом, вот эти вся часть, Саратау и так далее, вот здесь тоже я наблюдаю, что Саратов тоже разделили, видите, вот зеленое, это Саратовскую область тоже что-то сделали. Но это, как мы понимаем по истории, отойдет, может, я не могу точно сказать, это будет или Эрзя-Мокша, верхушка, или какая-то часть будет Татарстан и Казахстан. И может быть там будет еще эти, кто там близок там им, черкесы или кто там, ну вот что-то в этом роде, короче, ну краснодарская сторона, вот эта вся вот эта дичь непонятная, это все сейчас, кто там живет, непонятно даже. Это все, по идее, должно быть Кавказ, Казахстан и Татарстан. Вот примерно я так считаю. Примерно вот так. Надо смотреть нормальную карту, здесь ни хрена не видно. По городам тяжело вспомнить. Почему я это говорю? Потому что Алдар-Батыр, когда там же эти есть еще, вот эти, как казахи сказали, эти, вот эти узкоглазые монголы, как их называют, Элиста, вот это Элиста, забыл вот эту нацию, Калгандалар, вот это остатки монголов. Им еще Элисту вот эту надо определить с Элистой. Короче, оттуда вовсю туда вниз Алдар-Батыр бегал к чеченцам. С чеченцами Алдар-Батыр бомбил Москву. Я вам читал об этом историю, я сам охреневал. С чеченцами Алдар-Батыр бомбил Москву, но в этот момент, когда их бомбил Алдар-Батыр, Элиста пожаловалась Москве, чтобы им, этим придуркам, помогли, этим узкоглазым, короче. Это остатки, калмыклар, остатки, калмыки вот эти долбанные. Калмыки жаловались Москве, чтобы Москва успокоила Алдар-Батыра, короче. Алдар-Батыр долбил их, короче, чтобы они Москве были против, а они, наоборот, за Москву взялись. Ну, придурки. История. Шунардан, исходя от этого, мы понимаем, что эти все территории, ни хрена не русские территории. Я к чему это все? Цель моя всем донести, чеченцам, дагестанцам, калмыкларға, всем вот этим, колмадама, пусть живут, мне пофиг. Как говорится, их земля Аллахом определенная, значит, там пусть и живут, как бы их куда выгонять мы будем. Главное, между нами не должно быть ни грамма территории русских. Ни грамма. Почему?
Вы уже увидите 500 лет, в течение 500 лет вы понимаете, что где есть русский сапог, ну, имеется в виду нога, рука в этой сволочной нации, везде война. Даже я вам пример приведу. Эстония, Литва, Латвия. Почему латыши, литовцы и эстонцы бушуют постоянно против Русни? Да потому что они там просто забили на все, на всех, не учат их язык местный и диктуют свой русский язык. И они думают, что рано или поздно к ним придет подобие такой же Путин и освободит их от этих земель. Теперь, как я вам это примерно подвожу такие примеры, вы должны понимать, почему нам не нужны русские внутри наших, между туганами территорий. Допустим, между Татарстаном, да? Будет маячить Оренбург, и там будут русские. Нафига нам это надо? Пусть там будут лучше на какой-то части казахи и башкорт-татар мы поделим между собой. Троем поделимся. Оренбург поделим на троих. Дальше по бокам Челябинск и Екатеринбург тоже нам русские не нужны. Пусть там будут буряты. И вот поэтому я и говорю, что почему тут карта как-то разделена я не могу понять, по-дебильному. Когда я вам когда-то рассказывал, друг мой ехал в Уссурийск, я же в Уссурийске служил, Хабаровске, Уссурийске. Я эту дорогу туда-сюда проехал, 2 раза. Охренел. 7 суток ехал, блядь. Обратно 5 суток ехал. Прикиньте, да? Уфа, Уссурийск. 5 суток. Это то ли 5 или то ли 8 тысяч километров. Ну, где-то 5 тысяч километров точно есть. Исходя от этого, там, что я видел? Видел Чита, Мета, вот это все, да? Буряты, тувинцы и саха. Все, оларны жерлері ол. Туғандар, біз должны быть честными перед собой. Я еще даже вот эту часть Уссурийска, чисто ради Аллаха, и Сахалина, Уссурийский и Сахалина, я еще когда-то еще повторялся, хочу отдать японцам. Японцы один день услышал, что очень близкий народ к нам, оказывается. Это правда или нет, я не знаю, но в каком-то передаче услышал, что японцы очень близки к нашим народам. Очень близки. Но если так подумать на японцев, если посмотреть, больно сильно близко, то они, японцы, по идее, по глазам больно не сильно узкоглазые, как китайцы. Я так думаю. Если вот смотреть японские фильмы и так далее, японцы более такие, можно сказать, как мы. Понимаете, как мы они как бы. И китайцы больно сильно узкоглазые. Японцы похожи как-то больше на казахов, что ли. Не больно сильно такие узкоглазые. Понимаете? Исходя от этого, я считаю, что если мы ради Аллаха отдадим вот здесь куски какие-то земель, которые твари русские отобрали у японцев при японско-русской войне, Сахалин, Махалин, все отобрали, мы будем довольны этим. Я так считаю, потому что эти земли нам нахрен не нужны. А вы скажете, какого хуя ты командуешь землями Саха, Якутии и так далее? Нихуя. Когда мы будем разделять, блядь, всю Россию, командовать будут все. И всем дано будет слово. Всем нациям. И исходя от этого мы будем определять, кому что надо. Потому что почему? В Сахалине у меня был пару лет назад друг, рыбу ловил. Вот не поверите, блядь. Узбек. Поперся туда, блядь. Мне, говорит, понравилось. На днях как раз напоминал он мне об этом. Долбоёб, поехал туда рыбу ловить. Ну, на работу. Хорошо платили. Показал атмосферу. Нищета, блядь. Нищенская земля. Зачем она нахуй нужна? Саха-Якутия. Саха-Якутия вот отсюда все возьмет, что хочет, вот отсюда все заберет. Вот. Мне кажется, вот это зеленое, это Сахалин, наверное, поделили они. Нахуя? Исходя от этого, вот отсюда нужно будет с большого материка вот так край отрезать, отдать Японии. Япония всю жизнь живет в маленькой земле, наводнение, цунами и так далее. Почему мы командуем над землей?
Почему японцы должны мучиться жить в маленьком острове, когда мы имеем огромную Россию? И мы, когда будем брать свои земли, мы можем им отдать нормальные земли. Можем даже не им, еще кому-то там, если кому надо. Но тут самая хуевая Япония. Видите, какая узкая, маленькая, блин. Поэтому, исходя от этого, Япония, мы, если вот отсюда отрежем сухую землю, вот даже вот отсюда, вот Уссурийск, Владивосток, потому что я там как раз служил, Япония очень была близко. Вот где-то она вот здесь вроде бы. Тут еще вот эти, кто такие? Манчжурия. Кто такие, хуй знает. Короче, вот отсюда нужно будет отдать Японии землю, я считаю. С большого материка, потому что вдруг будет какой-то, не знаю, хрень. Японцы умрут. Зачем это нам надо? Поэтому, как говорится, дать им сушу, чтобы они могли хотя бы там начать жить по-другому. Исходя от этого, ладно, это в дальнейшем нас будет, когда мы свои земли отожмем, это будем уже делить в дальнейшем. Но это чисто моя мечта, иншаллах. Чтобы Японии отдать вот эти земли, которые отжали и которые мы просто отдадим, ну, договоримся, может. Я думаю, каким образом договоримся. Я все-таки, блин, татарин, блядь, хитрый. Но договоримся каким образом. Нам нужно будет оружие. Оружие. Нужно будет поехать в Японию. Я согласен сам поехать с ними перепиздеть. Главное, чтобы переводчик рядом со мной был. Ну, у меня как бы сестра как раз японский знает. И вот, короче, мы можем поехать туда, в Японию, от правительства Башкортостана будущего, и Татарстана, и других, ну и другие тоже пусть едут, поехать туда, договориться о том, что Япония дает нам оружие, уничтожить Москву. Мы берем оружие у них, договариваемся, привозим это все оружие в Казахстан, складируем и идем на Башкортостан. Брать свои земли полностью, Куандык, Муандык, все берем, все подряд, все берем. После этого, как я всегда говорю, пиздуем на Москву. Примерно так. Само собой, это как бы у меня это сейчас на словах так быстро и коротко я вам рассказываю, но это само собой, это процесс. Как говорится, такой, блядь, на весь эфир, как я говорю, это процесс. Шанарга дуслар, нам, чтобы это все, иншаллах, произошло, нам нужно подготовить Азию. Почему? Потому что без Азии мы нихуя ничего не сможем сделать. Ничего. Шунарга каждый башкирт и татар должен понимать, что бізге ярдәм беруші бұл Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Ну, Туркменистан не знаю. Гарантии не могу сказать. Вот этот процесс нам нужно определить. Определить каким образом? Таким, что вдруг нам придется туда заходить, там будет бардак конкретный. И люди будут куда-то сваливать, что-то будет происходить, бомбежки, война будет конкретная. И если к этому мы дойдем, как это, тыловая сторона, тыл, да, у нас будет Казахстан, должна быть готова к этому. Чтобы тут такой, наверное, это еще никто не говорил, наверное, я скажу. Неудобное положение будет. Эти узкожопые могут ебнуть по Казахстану. Вот самая хуевая вещь тут. Почему быть готовыми, к чему я клоню это? Если мы будем заходить вот таким образом, то Москва будет ебашить по Казахстану. Вот самый хуевый момент. Самый хуевый момент. Почему? Потому что у нас нету плацдарма. У нас нету Украины. Поэтому я в течение 2 лет постоянно я вам говорил, давайте через Украину. Почему? Потому что там уже идет война. А тут получается никому не мешающий Казахстан. Если в эту игру впишется, это, конечно, вряд ли, но если смена власти Казахстана и так далее, Узбекистана, Кыргызстана случится, то и Москве случится, потеря Москвы будет. Это всем будет хорошо. Но нужно смотреть разные моменты.
смены Казахстана, если даже не будет, мы как-то должны будем зайти в Башкортостан с Татарстаном. Как? Я не знаю. Через, блядь, небо прыгнуть, блядь, с парашюта. Хз, короче. Но суть примерно такая, что бізге, как бы, мы сейчас, ну, мы как бы теоретически говорим об этом, да, ведь, но никто из наших такие темы как бы больно не затрагивает. Почему? Потому что они думают, что, ну, как бы они будут выглядеть глупо. Понимаете смысл какой? Выглядеть будут глупо. Допустим, если бы об этом Айсен говорил бы, или Габасов, или кто-то. Они думают, наверное, будет глупо, ну, глупо выглядеть. Ну, как бы они себя считают же как бы более укомышлы кишлер в этой теме. А я что, мин ауылдан, меня пофиг, короче, как говорится, язык без костей, сулим да сулим. Но суть к чему? Что если они не могут это сказать, вылавливая моменты их слов, можно примерно собрать такую тему, что кто-то должен об этом сказать. Кто-то должен сказать, который не при делах, но в то же время я при делах. И поэтому как бы такие моменты, я считаю, такие назик ерлары, назик, ну как это, назик по-татарски как это, ну өзбекше назик ерларыны kimdir gapirish kerak. Кто-то должен говорить такие щепетильные моменты, потому что здесь не место неудобству. Здесь как бы нет уялып тұрға түгел енді мында. Понимаете, уялып тұра тұрған жері жоқ мында. Мында идет смысл того, что мы меняем историю или нет. Вот в чем вопрос тут. Мы будем менять историю или нет? Или мы будем жить так же, как наши предки 500 лет жили терпилами, блядь. И мы тоже так же будем жить терпилами. Вот в чем вопрос здесь. Поэтому так и так, блядь, нам сколько уже, блядь, кидают этих керзовых сапогов, да? Сори. Сколько нам кидают керзовых сапогов эти русаки, эти долбаные, узкожопые, что мы балаболим, мы ничего не сможем сделать, балаболим. Мы подводим, и я считаю, мы подводим все вот эти нюансы, которые могут произойти и должны произойти к максимальной близости. Я так считаю, потому что я вам всегда говорю, один я с оружием не могу куда-то пойти. Я с удовольствием пошел бы сегодня. Вот эти скитания мои, блядь, в течение 3 лет, они нахрен мне нужны были. Нахрена они мне нужны были. Значит, я должен что-то делать. Вот я пытаюсь что-то делать. Если мы соберем какую-то армию, иншаллах, рахмат за лайки, соберем какую-то армию, иншаллах, мы должны будем уже к этому готовиться. Уже готовиться не то что морально, а уже готовиться в теории. Уже готовиться должны, уже выходить так, да, сказать. Физически, как это наяву, так сказать. Шунарға достар, вот земельный вопрос, когда выходит на обозрение, оно как бы должно уже от кого-то исходить правильным образом. Под вот эту чертовую карту башкорт билан татар не должен вписываться. Подавно Казахстан. Здесь я еще хочу, так вы не думайте, что намекаю на Казахстан там или что-то. Нет. Даю, рахмат, даю понять вам, что если вот эту карту, кто-то согласится под эту карту, то не то, что мы свою территорию не отожмем, а то, что Казахстану здесь ничего не перепадает. Понимаете смысл? Будет вот так. Теперь давайте более глубже обсудим вот заход-выход. Как раз мне один вопрос хотел еще поднять тут насчет Таджикистана с Узбекистаном. И я сегодня просто что-то слушал, наткнулся на одну тему. Потому что что-то говорят, там Азербайджан сближается с Азией туда-сюда. И тут вопрос, сейчас этот вопрос скажем. Допустим, вот это если красное, вот это красное, это если конец
Куандыка это Башкортостан, допустим. Вот так, допустим, происходит. Куда Казахстан дальше Башкортостан поедет? Куда он поедет? В другую страну. Там будут везде русские. Как он поедет дальше? Куда он поедет? Это раз. У нас будет выход как будто бы к Казахстану. Окей. Но по краям Башкортостана и Татарстана будет хрен знает кто, непонятно. Опять русские. И этот процесс, вот этот русский процесс, просто мы, если вот эта карта осуществится, не дай Аллах, просто мы потянем опять какую-то лямку своей жизни, неизвестно, мы, может, и сдохнем на этой войне, если вот это произойдет, иншаллах, то наши дети и так далее, они снова будут рабами. Почему? Потому что когда, не знаю, не могу что-то показать, вот, допустим, вот маленькая вещь. Когда вот, допустим, вот это, допустим, вот эта территория Башкортостан, вместе с Татарстаном пусть будет вот так, да, если вот здесь по окружности будет везде русня, в любой момент они просто захлопнут кольцо. Понимаете? Захлопнут кольцо, и снова будет такая же фигня. Понимаете? Это намыливание глаз, замыливание глаз, или я не знаю, как хотите это рассуждать, вот эта тема будет. Поэтому, исходя от этого, чтобы не было как в Украине, как в Грузии, как в Чечне, вот этой дичи, возле нас, возле вот этой белой штучки, не должно быть ничего, напоминающего русню. А русня отодвинуться должна вот сюда, вот куда-то, вот я покажу вот так на черном фоне, вот сюда, допустим, это пусть вот Москва, все, вот здесь. А остальная вся вот эта территория должна отойти нам. Это дальше Рязани, грубо говоря, вот эти наши, так сказать, внутреннее население нашей нации, чуваши, эрзя-мокши, марийцы, татары, башкортлар, там дальше буряты и так далее. Вот наша задача. Между нами ничего не должно быть. Исходя от этого, вчера, в всех эфирах я всегда вам говорил, исходя от этого, когда старт идет со Астаны или с Ташкента, фура выходит, допустим, вот до нас, до Европы. Сейчас мы в Европе, да? Стартанет он в Астане и в Ташкенте таким образом, что он не будет даже нахрен ехать в Москву, понимаете? Он просто тупо зайдет через Оренбург и чпокнет по прямой через Украину, зайдет в Польшу. Понимаете смысл какой получается? И по всей этой дороге, почему я не хочу видеть русских? Есть каст, да, вот есть месть. Да, по-узбекски каст, месть по-русски. Когда мы русских чпукнем, они захотят сделать налоговую систему дорог. Это неизбежно. Это будет. Нахрена нам это нужно? Вот эта дичь, вот эта московская, нахрена нам нужна в Оренбурге? Смысл понимаете какой? Еще в голову сейчас приходит одна вещь. Если эта карта произойдет, вот эта карта, допустим, вот эта карта, не дай Аллах, произойдет, вот вы понимать должны это. Вам же об этом никто не объяснял. Я не видел такого эфира, кто вам объяснял эту карту. Я не видел. Вот я вам пытаюсь объяснить эту карту. Будет вот это дерьмо. Прикиньте, сейчас в голову пришло. Вот эта сраная Москва будет управлять вот этими регионами своими русскими. Это что за нахрен кукольный театр, блядь? Это же ебанизм полный, туханар. Это не дело. Это то же самое, что, блядь, нахуй. Америка сидит с Англией и управляет Австралией. Понимаете? Классно, да?
Это нихуя не классно, блядь. Это вот именно, как, вот это и есть поражение ебанизма нашей головы будет, если мы это произведем, блядь, послушав эту европейскую ебучую карту. Понимаете смысл? И никто, блин, заехавший с Узбекистана или с Казахстана и так далее, вот отсюда через Оренбург хуй проедет дальше. Он до Кавказа не сможет доехать, пока не заплатит русакам этим налог. Потом только перейдет куда-нибудь туда, блядь, я не знаю, какой-то нации другой, в Краснодаре, допустим, Кавказу. Только там перестанет платить налог. А ну всю Оренбургскую область он будет платить налог. Саратов будет платить налог, везде. Ну, это я считаю, что это будет полный идиотизм. Это, как Винокур сказал, полный коллапс. Поэтому это еще одну вам сказал дорогу. А нам как ездить? Нам, башкиртам, что, вот так петлять будем через Казахстан, что ли, мы вот так вниз поедем, хуй знает куда, потом через Каспий к азербайджанцам заедем, потом только поедем в Европу, что ли? И полный идиотизм же будет это. Поэтому, туғандар, я выступаю, конкретно выступаю, мен өзім башарамны көрсетіп, бетімні көрсетіп, я вам конкретно говорю, я не согласен таким делением. Разделять мы будем конкретно Башкортостан на Татарстан, посередине все заберет. И к этому мы должны готовиться воевать. Посередине все отожмем. Какие земли мы отожмем вот эти? С ними мы не будем воевать. Им сразу сказано будет. Сидите тихо, ровно, все будет нормально. Ихние земли, я уже тут тоже повторюсь еще раз, если вдруг кто-то забыл. Я говорил, что они будут такими же независимыми внутри нашей страны. Не как в Узбекистане, Каракалпакстан. Такого не будет. Такого не будет. Как бы не ссыте. Такую нечестность если я, иншаллах, выживу, такую тему я не буду прогонять. Оно будет так, как Люксембург. Вот в Европе Люксембург есть же. Он внутри Франции, блядь, хуй поймешь. Внутри, блядь, Бельгии, хуй поймешь, где он, блядь. Он нахуй никому не нужен. Примерно вот так будет. Получается, когда сюда зайдет внутрь Башкортостана, вот здесь Удмуртия может увеличить, блядь, больше еще земли мы им дадим. Пусть будет она нахуй до моря Удмуртия. С Ненецией вместе. Нам похуй. Вот до моря мы им дадим. Потому что больно здесь крестоносные флаги вижу до хрена. Чьи эти флаги, непонятно. Тут Ингрия расширяется или что, кто это, блин, хер поймешь. Исходя от этого, я считаю, что Удмуртия и Пермь это само собой под нас отойдет, потому что нету такой страны Пермь. Нет такой республики Пермь, блин. Удмурты есть. Удмуртам дадим кусок Перми, еще дадим мы им. Разделим удмуртам земли, побольше дадим. Какая-то часть удмуртов входит внутрь Татарстана, отойдет. Внутрь и наш. Но мы их не будем нашими считать. Оно будет отдельно независимая, такая же независимая страна, как и мы. Просто над русскими землями у нас будет табу, ну так сказать, преграда. Понимаете, чтобы внутри нас и по краям везде, блядь, никогда русские не окружали. Вот моя цель в чем. Поэтому до моря, если мы отобьем эту землю, иншаллах, как я всегда говорил, что у нас уже будут корабли. Я хочу, чтобы башкирт, татар, казах имел свое корабле, строение. Понимаете, корабли должны быть у нас. А кто нам запретит? Русские нам запретят. Нахуй они нам нужны? Поэтому бізге конкретно нужно действовать таким образом, что бірден болып, бірге болып, нам нужно эти земли отжать все. Отжать все земли, чтобы мы могли выходить в конце концов. Если мы сдохнем, наши предыдущие, иншаллах,
будущие дети могли бороздить, как это, блядь, шулики говорят, поля, блядь, не поля, а моря, чтобы мы бороздили моря, наши будущие дети катались, как говорится, на кораблях, строили Титаники и так далее. Вот наша цель какая должна быть. А она у меня возникла, знаете, вот здесь, да, прикиньте, блядь, такое слово. Вот здесь, вот прям в Европе, когда я обсуждал с вами разные вот эти тематики разных тем, когда вот именно вот эту карту я увидел, вот только тогда я понял, блядь, я ее видел уже пару лет назад, я не вкуривал. И вот тогда же, помните, я вам начал высказывать, что Башкортостан должен отжать вот так напрямую. Почему? Потому что цель моя дойти до воды и дать воду, создать канал. Помните, я всегда маленькими роликами в ТикТоке показывал какие-то арки каналы, показывал вам во Франции, везде. Блять, везде, где я ехал, вам показывал, арки какие-то идут, блять. Я сопоставлял Узбекистан и удивлялся, как она, вода держится у них, блять. Вода откуда-то, хуй поймешь, течет, блять. Понимаете, течет горизонтально. Ну как, где-то должен быть вертикаль воды откуда-то. Ну нет нахуй, вертикали нигде не было, блядь, только горизонталь. Значит, где-то вертикаль есть. Ну, вы должны понимать. Я сейчас это видео в РКН отправлю на проверку. Что за РКН, блядь? Ты отправляй нахуй хоть куда, блядь. Хоть в пизду Марью Ивановну отправляй. Вот, исходя от этого, как это? Вода должна поступать из этих морей в дальнейшем по каналам, пробурить канал в Казахстан. А китайцы же, получается, делают какие-то озеленения своих, блядь, пустынь. А почему нам, блядь, это нельзя сделать? Поэтому, если мы дадим воду, получается, сверху вниз, потому что снизу вверх, блядь, оно не пойдет, я не знаю, блядь, как мы с Афганистаном договоримся, блядь. Сверху вниз, если мы пробурим канал, пойдет вода, блядь, в Казахстан, и может когда-нибудь Арал, блядь, и эти моря, блядь, мы сможем разбудить, дать воду там, и пустыня станет, блядь, процветающей землей, блядь. Хоть что-то будет расти, блядь, выращивать будут что-нибудь казахи, да, там, блядь, город, блядь, из пустыни мы создадим, так сказать, понимаете? Смысл. И это огромные, колоссальные, блядь, эти будут земли, понимаете, которые необъятые, блядь. Стоят они там, блядь. Я же эту пустыню проехал в Казахстане. Всю жизнь ездил по этой пустыне. Это пиздец же, там одни верблюды бегают, колючки. А если туда воду дать, это охуенно будет. А что нам, блядь? Жалко, что ли, это море, блядь. Дано Аллахом. Пусть течет она вниз. Просто урыс көтлерін әміні шығарыш керек. Вот и все. Чтобы собрать эти земли. Исходя от этого, если мы создадим такую агломерацию огромную с этими землями, и получается, я примерно вот, ну вот пусть вот так квадрат будет, вниз спускаться будет оно, Татарстан, Башкортостан вот так вниз спустилось, и огромный внизу Казахстан, и спуск туда, как раз сейчас вот об этом тоже пообсуждаем. Насчет, открою просто карту. Насчет Азии. И тут я же с Андижана, вот, родом с Андижана, да? Я охренел сейчас, увидев одну вещь. Я вам расскажу об этом тоже. Мое такое, это, мысль вслух. Открыл я обычную карту. Вот, по обычной карте я вам сейчас порассказываю. Тоже. Вот обычная карта. Малая пера, что это? Сыктывкар. А вот над Казанью Сыктывкар. Ну вот этот Google, он под Россию нехорошо открывает. Вот зеленая карта дебильная. Я здесь. И вот. Увидел я одну вещь,
Ну, я как вам говорил, вот ну да, вот Челябинск, Екатеринбург, я же говорил, вот это оранжевые, это Челябинск и Екатеринбург, которые, они хотят сделать Екатеринбургский автономный округ. Это клоуны вообще. Возле Башкирии, да? Так. Вот Приполярные, Сарампуль, вот это, Югра, вот это вся Инта, Пинта. Ну вот я не могу вот этот кусок сказать вам, под что они его поделили. Ну, короче, вот это то, что они поделили, это дичь полная, я вам скажу. Кировская область, они поделили Кировская область вот здесь, Киров, город Киров. Кому она нафиг, чья она земля вообще? Йошкар-Ола, ну понятно. Йошкар-Ола это Мариэль. Можга, короче. Ижевск, вот. Ижевск начинается тут. Ну вот она как раз над нами. Над Казанью и Башкортостаном. Ну вот, Ижевску можно отдать вот этот Перем, вот это все туда уйдет. Ижевск, потом Перем, оказывается, это Перем, а потом вот над Пермью что идет? Так. Дичь какая-то. Не знаю, даже этот район он не делит, а так в другой карте он показывал район. Сыктывкар, вот этот Сыктывкар, что за район, короче? Ну, короче, север это, короче, этой ебучей России. В итоге, короче, это все под Башкортостан уйти должно. И вот что я хочу сказать. Это мы поняли, получается. Когда мы сделаем канал вниз Казахстан, она уйдет вниз. Вода, в итоге, понятно. Вот этот момент я хочу сказать. Я всегда предполагал, по карте забываешь, где находится что. Порой иногда, блядь. В мозгу остается какая-то только дичь. Тут я вижу, охуеваю одну вещь. Смотрите. Туркестан, когда мы говорим про Туркестан, да ведь? Туркестан мы говорим. Ну, смотрите. Вот здесь вот Андижан. Ну, вот Андижан. Это мой Андижан. Я вот оттуда. Вот прикиньте. Тут такая хрень. Смотрю, почему этот разговор сегодня пошел. Ну, сегодня так мысль появилась у меня такая. Что-то я услышал и... А тут, получается, внизу Андижана Ош, Шахимардан, Кызылкия. Короче, Ошская область. Ургенч, Ош, короче, вот это. Узген. Вот эти места, да, допустим. И тут идет Таджикистан. Маленький Таджикистан. Видите, да? Почему? Вопрос возник у меня. Если они утверждают, что Самарканд, Шахрисабз, Карши это получается, точнее, Самарканд до Бухары, если это таджикские земли, это как так получается, блядь, Таджикистан такой маленький стал. Вопрос, да ведь? И тут я начал читать и потом потерял, блядь, одну историю. Из китайской истории. Там говорится о том, что история европейцев, история Азии, еще чья-то история, она была потом. А китайская была первая. Первая письменность китайская и так далее, я так предполагаю, да? И там пишется, я потерял его вот в Фейсбуке, если я найду. Вот офигенная вещь была, я не успел скопировать, она улетела. Я к чему? В итоге там говорится, что вот этот Таджикистан, так сказать, Самарканд, ну эти, как мы их называем, сарты, да, казахи говорят сарты, эти сагдийцы, Сагдиана, если помните Сагдиана, да, сагдийцы, вот его надо было мне прочитать, я потерял его. И вот, суть примерно расскажу, потом, когда мы найдем, мы об этом поговорим. Суть какая, я охренел просто сам.
Короче говоря, вот эти Таджикистан, которым мы привыкли делить их, привыкли делить там, ой, вот эти таджики, вот эти узбеки. Обычно у меня такая привычка, потому что постоянно какие-то... Помните, я про таджиков еще рассказывал вам летом, как они меня облапошили здесь. Речь такую, что вот этот весь Таджикистан, по сути, это понятно, это мы знаем, Туркестан был и так далее, это понятно. Но это вообще древность, про древность говорится, китайская история. Там говорится, если это правда, если там люди не накатали всякой дичь, там говорится о том, что сагдийцы это не персы. Сагдийцы просто пиздели на перском, ну, как таджики, вот эти сагдиана, вот это сагдийцы, это таджики же. Это не персы, это нихуя не Иран, потому что Иран вообще в ебенях. Таджикистан, почему я эту тему сейчас затеваю? Таджикистан находится под Андижаном. Смысл понимаете, да? Маленький кусок, хрен знает, почему он разделен вообще. Это, я думаю, узкожопые русские пидорасы делили. Это раз. Я не историк. Я вам просто свои предположения сейчас, догадки свои рассказываю. Нам, когда историю говорили, блядь, в Узбекистане, я учился в Узбекистане, историю, ну, какую-то хуйню мы читали, я не помню сейчас. Там Сырдарья, Мударья, там еще что-то, блядь, Каканское ханство, Хивинское ханство, вот это. Ну, нихуя, блядь, про Таджикистан я не помню, чтобы что-то читали. Но читали про Туркестан. Исходя от этого, туганлар, вот этот промежуток Узбекистана, почему-то куском обделенный Таджикистан и какой-то хиром, блядь, Ош, это наши земли. Это андижанские земли, вообще-то Ош-Мош, вот это, с Таджикистаном слипаются. Это вся дичь, вот это, все это были наши земли. Да, вы можете сейчас сказать, блядь, мы это знали, там, или ты пургу не неси, блядь. Это ваше право. Похуй мне. Я хочу понять сам. И вам примерно что-то, если вы что-то правильно знаете, то пишите в комментариях. Дичь какая получается. Фергана, Андижан, это как раз Ферганские долина. На моя земля, вот это, так сказать, вот эти узбекские земли, получается, все просто разделены с Таджикистаном, с Кыргызстаном. Это тоже, который пидорас Ахунбабаев продал, ну, отдал, блядь. Ну, его заставили отдать, я так понял, блядь. Это Ахунбабаев хуй, блядь, отдал. Коммунист, блядь. Кыргызстану. Кыргызы, как мы понимаем, блядь, оттуда тоже от казахов образовались, ну, так сказать. Казахские земли дали кыргызам. Это от казахов, как бы я точно знаю информацию. Исходя от этого, эти все земли были Туркестаном, да ведь? Я к чему я это? Почему они говорят Таджикистан, Самарканд, моя земля, наша земля, Бухара, до Тудова? Получается, вот эта вся земля, вот эта нижняя часть, тоже была нихуя не Таджикистан. Не нужно придумывать слово Таджикистан вообще. Было это все вот это Туркестаном, это раз. Понятно это, да? Но самое интересное, блядь, в той истории, где я начал читать, и который проебал, сагдийцы были не персы. Вот получается эти таджики, блядь, нихуя они, блин, не чужие нам, блядь. Прикиньте, ёпрст это, блядь. Это нам вбили в голову, блядь, создали их чужими нам, блядь. Из-за того, что у них язык другой, блядь. Они такие же, сука, как и мы.
Просто, блядь, вот как башкир с татаром, блядь. Вот и все, блядь. Исходя от этого, прикиньте, это я вам об этом говорю, блядь, который говорил, что вот таджики, блядь, хуйню страдали, меня кинули. Это я вам сейчас расскажу такую тему. Я сегодня прочитал эту хуйню и решил посмотреть карту. И тут получается, блядь, вот этот сагдийцы, это сагдийцы, блядь. Но там было какое-то одно слово, китайцы им дают такое название. И они называют их как-то, блядь. Это не персы. Что я сам себе хочу сказать и вам. Смотрите. Иран где, Афган где и Таджикистан где. Всегда... Ой, блядь, не показываю. Вот здесь. Всегда думал я, по карте как-то вот так размышлял, блядь. Может, я и правильно размышлял, блядь. Ну, где-то под нами Таджикистан, я всегда говорил, блядь. Под нами Таджикистан. Это я, когда сидел в Андижане, конечно, я говорил, оказывается, под нами Таджикистан, блядь. Потому что Памирские горы я видел, блядь, со своего города. Памирские горы я всегда видел со своего города, понимаете? И Тяньшань видел. Тяньшань у меня видно, и Памир. Короче, горы. Пик, снег вижу, блядь. Сука, в то время без очков еще, в детстве я видел эти горы. Глазами с моего города видно. Исходя от этого, вот эти таджики, карту показываю я вам. Иран, Туркменистан, Иран близко к Туркменистану. Туркменистан, если был бы Таджикистаном, ладно, хуй с ним сказали бы. Но тут фигня какая. Таджикистан это низ Кыргызстана с Узбекистаном. Это раз. И эти земли, вот эти все, получается, были все общие. И в том рассказе говорится, что они сагдийцы, нам близкий народ. Потому что китайцы так утверждали, китайцы так записывали. А китайцам верить или не верить, это уже наше, как бы у каждого личное дело. Но письменность китайцев, которая записана, блядь, наверное, пиздеть они для своих будущих детей, они не будут, наверное, пиздеть, блядь, писать историю. Это же не русские пидорасы, блядь. Русские напиздели, написали дичь какую-то. И загнали нам в голову, что вот таджик это таджик, узбек это узбек, кыргыз это кыргыз, все, воюйте нахуй. Теперь возникает вопрос. Когда глубже начинаешь понимать историю, или мозги вправляются, или взрослеешь, блядь, понимаю я такую херню. В огромном Узбекистане почему-то как уходит образовался еще Каракалпакстан. Это тоже дает ответ тому, что Таджикистан был оторван от Узбекистана. И слово Таджикистан образовался для них как национальная земля таджиков. Потому что в Афганистане тоже таджиклер до хрена. Они все пиздят на фарси. И это не означает, что афганы сейчас им поделят землю, блядь, вот вам нахуй. Это будет маленький Таджикистан. А русским принципиально нужно было это пидорасу Ленину или кому там поделить. Поделили. Понимаете смысл? Поделили. В итоге, исходя от этого, что я хочу сказать? Можем и поделить, а можем и в общую территорию создать огромную. От этого ничего не будет. Все равно, блядь, в Узбекистане, блядь, и Каримов, пидорас, был таджиком непонятным, блядь. И Мирзяев тоже таджик, хуй поймешь, блядь. Там вообще нет узбеков, блядь, правителей. В последнее время. Понимаете? Исходя от этого, что я хочу сказать? Воевать нам не стоит.
видя вот эту карту и сегодня прочитав такую историю, к чему я веду этот разговор? К тому, что Каракалпакстан, который хочет отделиться от Узбекистана, я считаю, нужно отделять его. Мои доказательства по карте. Вот смотрите. Каракалпакстан — это Арал на Кырында. Арал на Кырында — это, грубо говоря, Казахстан. Понимаете, да? Арал, Казахстан. Исходя от этого, Узбекистан так растянут до Андижана, что та сторона земли, по сути, нам она по сути не нужна. Ну, конечно, кто захочет отдавать. Потому что там скажут, там узбеки живут, каракалпаков мало, ля-ля-ля, вот так дичь будут нести. Я к чему это? Если мы это не осознаем, то нам будет тяжело осознать, вот как я узбек, я говорю это, что Башкортостан и Татарстан может отделиться от России. Понимаете смысл, к чему я веду? Тяжело будет осознать это людям, которые жили мозгами СССР. Понимаете смысл какой? Получается, Таджикистан с Узбекистаном, быть может, вместе начнут жить. Это раз. Это нормально. Но вот Каракалпакстан, который хочет отделиться, может жить отдельно, если он сам себя прокормит. Могут и не отделяться. Почему я это так прям конкретно об этом сегодня вот фишку понял? Потому что, почитав эту историю, если китайские истории не врут, и тот человек, который его откуда-то скопернул и засунул в свой Facebook, не пиздит, то Таджикистан на самом деле никаким боком нахрен не касается Ирану. И иранские персы — это иранские персы. А таджикский персидский язык, он просто прилип им из Афганистана. И когда Бабур Шахлар и наши все бабуры, которые с Андижана бежали при притеснении их в Афганистан, они тоже писали на персидском, если что. Хамма Намалар, Бабур Шахлар, хам башкалар, кто писари вот эти, которые съебались, грубо говоря, да, ведь они все писали на фарси. Понимаете смысл? Они могли и на фарси писать, и на узбекском, даже не, как сказать, на узбекском, это вот это, на арабских буквах писали. Не надо путать узбекский, древнеузбекский, нынешним узбекским. И татары писали на арабском. Менің Корт нанам писала на арабском. Ну, татарские слова на арабском алфавите пишут. И вот и читай потом, бля, пиздец. Я даже не знаю арабский алфавит. Позор это. Поэтому, исходя от этого, Туанар, здесь вот такая белоберда непонятная. Земли, которые... сейчас еще добавлю еще одну вещь. Почему Таджикистан, он вот именно с Андижаном, Таджикистан, Андижан, видите, это вот как раз это полушарие с нами одинаковые. Нас только Памир держит. Таджикский Памир, и наверху мы, Андижан. Ош и Андижан. Добавлю. Вот здесь идет Кашгар. Кашгар — уйгурские земли. Помните, дубленки пошли коричневые такие, модные такие, блядь, в один год, блядь, лет 20 назад, блядь. Такие, я еще в Узбекистане жил в детстве. Дубленки такие хорошие, кожаные дубленки пошли. Вот они оттуда пошли.
с этого, не с Кашгара, ага, сейчас скажу, прям с уйгурской, с Урумчи они пошли. Эти, получается, уйгуры шили, наверное, я думаю. Вот теперь думайте по этому. Вот исходя от этого, я к чему еще баллотируюсь, иншаллах. Азербайджанцы тоже. Азербайджанцы, само собой, один, как мне кто-то говорил, вообще они как эти татары. Кто-то мне говорил, что они татары. Вот, смотрите. Вот здесь Урумчи, если так посмотреть, на Китай. Синьцзянь, уйгурский автономный район. Да, вот здесь. А почему он граничит почему-то с Таджикистаном? Почему, понимаешь ли, Таджикистан граничит с Китаем? Вам не кажется странным? И вот как раз таки та история, которую сегодня я прочитал, она дает доказательства тому, что таджиков не было. А был один сагдийский народ, который одни говорили на кипчакском, ну это мы вот, да, вот эти, а эти говорили на фарси. Это я по акценту различаю. Почему? Я вот сегодня тоже с одним разговаривал, он на узбекском говорит, но я его поймал. Он говорит, я Самарканда. Ну, я говорю, ты таджик? Он говорит, да. Понимаете, почему эта тема пошла сегодня? Понимаете, я еще раз повторюсь здесь, всем таджикам, которые вдруг меня увидят, я вам всегда говорил, хоть и вы фарси, туганлар, я вам говорю, никогда не говорите, что вы узбеки. Вот это моя просьба. Говорите, что вы таджики. Не надо себя делать узбеком. Если ты таджик, альхамдулля, говорит таджики. Смело говорите. Вот как эти русские пидорасы везде орут, я русский. А вы говорите, не надо говорить, что вы узбеки. И вот это я понял, что несколько раз я уже это попал. Говорит, я Самарканда. Но я уже понимаю, что таджик это. Понимаете? Почему я ловлю по акценту? Я же долбоеб по акцентам. Я по жизни по акцентам болею я по языковой теме. И я по акцентам ловлю каждого, кто как пиздит, я могу поймать любого. Андижанский он или ташкентский или что. Щева у нас называется по нему. И это не унижение, ничего. Просто смысл в том, что мы докапываемся до истины. А я хочу истину докопаться до истины. Как это в секретных материалах. Истина где-то рядом, блядь. Типа того, помните? И вот, поэтому истина в том, что теперь все карты сходятся. Таджикистан с Урумчи, точнее, с уйгурами граничит. Это ни в какие рамки не влазит, что он граничит именно Таджикистаном. Почему? Потому что уйгуры, у нас в Андижане все почти уйгуры там. У меня родственники уйгуры, микс у нас вообще, у нас нет деления. Исходя от этого, здесь никак не могло оно быть, чтобы уйгуры граничили с персами. Смысл, понимаете, к чему я клоню? Уйгуры почему к нам пришли? От Китая. Потому что мы близки к ним. Мы, узбеки, близкие к казахам, им все мы одно и то же. И даже эти сагдийцы, по истории китайцев, близки к нам. Понимаете, когда встречались мне афганцы здесь, они говорят, я афганец. Я говорю, честно скажи, кто ты? Я говорю, таджик. Понимаете, в Афганистане тоже таджики. Здесь очень много. И самое интересное, узкоглазые. Понимаете? Есть таджики узкоглазые. Там были узкоглазые. Мы, говорим, таджики, но узкоглазые. Я говорю, как так? Такое бывает? Внутри, я думаю, бывает, наверное, таджики узкоглазые, да? И вот, исходя от этого, вот эта часть вся,
смотрел фильм турецкий старый, и они говорили на азербайджанском. Вот я и говорю, вот насчет турецкого тоже интересный момент был. В Германии, мне помню, в 2017 году встретился один курд. Вот сейчас у меня сосед тоже курд, но он говорит, я турк. Я, говорит, уважаю и тех, короче, да. Ну, он почему-то себя приписывает к туркам. Ну, суть в чем? Что вот этот курд тоже себя называл турком, ну, из Турции же они. Самое интересное, что я уже несколько раз, вот я даже в эфир могу это смело сказать, несколько раз в жизни столкнулся с курдами, что они, вот не побоюсь даже этого сказать, чтобы люди не обиделись, лучше, чем турки. Вот пиздец, блядь. Не знаю почему, блядь. Они мне встречаются на турецком языке, и они, вот это более-менее не понимает меня, но пытается понять. Но те, с которыми я встречался, они понимают меня на узбекском, на татарском, они меня понимают. И вот он мне сказал, что вы, говорит, Урал туркляры. Понимаете? В 2017 году он мне сказал, вы, говорит, Урал туркляры. Туркиляры. Или туркляры, он так сказал мне. Урал туркляры. И ваш язык, он сказал, это наш первый язык, он сказал. Я был в шоке. Понимаете? Когда хуй этот пришел, поменял им язык в 1900 каком-то году, блядь. Этот какой-то Джамшут Равшан, блядь, ихний турецкий. Вот он сменил язык ихний, ебанутый свой язык придумал, вот только тогда мы перестали их понимать. До этого они говорили как мы. Вот наш язык, их оригинальный язык. Ататюрк, ну вот этот черт пришел, он сменил эту всю дичь, сделал, неправильно он сделал. Получается, нас он отодвинул, блядь, из-за этого. Я вот этим не согласен. Поэтому, когда суган, вот с Азербайджаном суган, одинаково. Татаршада суган, было суган. Только пьес, вот как раз таки. Вам пример пьес. Почему у узбеков пьес? Потому что сагдийцы. Сагдиана. Потому что не было у них делений. Представляете, блядь, я сам себе даже вот сижу сейчас в ахуе, блядь, сенсацию сам себе открываю, понимаете? Блядь, вот откуда все это. Это одно и то же, блядь. И до этого один день, может месяц назад, 3 недели назад, слышал одного, кто делит, как раз в ТикТоке я лайкал, куда-то закидывал. Один узбек, мусульманин, говорит, хватит, говорит, делить таджиков и узбеков. Мы, говорит, одни и те же. Мы одни и те же. Я призадумался. Но ответов я не нашел на это. И вот сегодня я увидел ответ. И вот теперь я сижу, вот сам себе доказываю. И вам пытаюсь доказать, что нет деления. И даже по физиономии людей их можно отличить от нас. Но в то же время, если узбек и таджика рядом поставить, хуй ты отличишь их. Редко чем-то можно отличить, очень редко. Допустим, носовой стороной можно отличить носом, и какими-то моментами только ты можешь отличить его. Другим местом хуй ты, вот русскому или американцу поставишь, таджика и узбека, он не отличит. Только мы можем отличить с носовой стороной. Почему? У узбеков нос, он как бы такой, больше, наверное, на сторону казахского похоже, татарского нос. А вот даже у меня вот огромный, хуй поймешь, чей нос у меня. И вот у таджиков нос как у афганцев. У таджиков нос как другой, как бы чуть другие у них носы. Понимаете смысл? Различие такое идет. Только носом можно их различить. И то редко, блядь, пиздец редко. Если, как я говорю, узкоглазые таджики, если попадутся, ты скажешь, блядь, что за этот, блядь, кыргыз, что ли, он скажет. Я похуй был. И вот, исходя от этого, мы понимаем, что
суть вот этого. Для меня это триумф, наверное, блядь, нахуй. Открытие сегодня для меня это, понимаете, вот 2 года, блядь, пизжу во всех нациях. И вот сегодня для меня это было открытие конкретно. Ну вот я этот текст найду, все равно он попадется мне в Facebook, я копирну и закину, куда-нибудь закину я его, скриншот закину я вам. Кстати, его вроде бы кто-то, наверное, закинул, это казах закинул. Потому что человек, помню, был казах, имя казахское было. И вот, исходя от этого, если мы дойдем вот до такого ну, вот это консилиума, вот этого тишины, вот этой, иншаллах, да, ведь порядка, то мы сможем уже, получается, сотрудничать с Азией, и наша безопасность, вот наша безопасность Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана будет уже в мощных руках. Тогда уже как бы нам не придет ни Китай, ни Европа объединенная, ни Америка. И как бы даже нас в раздербаненном состоянии им взять невозможно будет. И тут забыл закончить речь. Если мы сейчас дойдем до этого, разделим Россию и так далее, я хочу пойти делить уйгурскую автономную область у Китая. И у меня вот сегодня созрел тоже такой интересный план, когда я приблизил вот эту карту Таджикистана с Китаем, я понял, что вот это Синьцзян, уйгурский автономный район, это до Тибета, может и дальше, мы не знаем, это захваченная территория наших уйгурских братьев. И если мы это тоже отожмем, иншаллах, объединившись с теми республиками, которые сейчас в России, все, и Чечню заставим, и Дагестан, всех попросим, со всеми, если мы пойдем на Китай, я готов идти туда тоже воевать. Иншаллах, если это суждено будет, мы пойдем. Почему? Потому что мы в Сирию не пошли, в Палестину не пошли, в Пакистан с Индией не пошли, но вот это рядом. Вот за это, как бы, кровное братство, соседство мы обязаны пойти. И, исходя от этого, тут какая-то часть, это полный Казахстан, чтобы потом у нас потом не говорили, Казахстан сейчас и Узбекистан, если помните, Таджикистан вместе захватываются от Китая. Сколько уже, да, там, сколько я вот шароеблюсь, 7-8 месяцев об этом идет речь, что Китай заходит, к нам заходит, а власти это хорошо, власти хорошо. Нам не хорошо. Нам не хорошо, когда Китай, покажу по карте, Китай, перепрыгивая уйгурскую автономную республику, имея там концлагеря уйгурами, нам нехорошо дружить с ними. И я против этого. Я против этого, когда уйгуры страдают. Пусть они там внутри уйгуры, которые нас не будут признавать, нам похуй. Наша задача спасти эту землю ради Аллаха. Потому что они мусульмане, идет притеснение мусульман. Чисто из-за этого. Пусть они нас будут любить, не любить. Это не волнует нас это. Суть, над нами стоит Аллах, и мы должны привести порядок в этой территории. Поэтому я считаю, что если мы возьмем это решение сейчас, как бы объединить эти территории, то у нас образуется опять один братская республика. Нам что, это от этого плохо будет, что ли? Нам добавится как раз таки, когда я перечисляю, всегда перечисляю про наши республики Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, и тут снизу пошел Казахстан весь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, если захотят, я всегда говорю, потому что у них президент ебанутый. И тут появляется Уйгурстан. Уйгурстан, если мы возьмем, для нас это будет уже плюс. И это будет огромная территория, которая уже объединять будет весь Туркестан. Вот. Если мы создадим старый Туркестан, а не Туран, это будет идеально. Это будет победа над русским фашизмом, в первую очередь, и китайским захватом. Потому что, если мы понимаем еще здесь же,
внутренняя Монголия есть. У нас внутренняя Монголия давно уже сожрана, такое выражение использую, сожрана Китаем. Сожрана. Это я в 2017 году от от монголов лично сам услышал. Я был в шоке. Я не понимал в то время еще пока, в чем дело. Потом, посмотрев карту, и как раз таки вот сейчас я вижу вот внутренняя Монголия. Я просто охренел. Внутри Китая есть внутренняя Монголия, которая уже сожрана Китаем и ассимилирована. Конченная она уже все. Не говоря о том, что если мы Синьцзян-Уйгурский автономный район возьмем, как сегодня я где-то услышал тоже, что там еще очень много, оказывается, казахов. Так я и слышал, и в Монголии очень много казахов. Очень много казахов в Монголии живут. Занимаются лошадьми и так далее. Вот, короче, козы, наверное, делают. Вот так. Исходя от этого, значит, и на территории Синьцзян-Уйгурской стороны, вот даже тут написано, или Казахский автономный округ, тут очень много казахов. Получается, мы уже не только уйгурам мы даем возможность выйти из этого кабалы, и казахам. Получается, одинаковая у нас история, по идее. Нам надо выйти Башкортостан, Татарстан от русских, а уйгурам и какой-то части недоассимилированных казахам выйти из китайской, ебучей династии. Потому что она не наша династия, это ебучие эти, какие-то, буддисты, многобожники чертовые. Нахрена нам они нужны? Вот. Исходя от этого, вот такой примерно мировой порядок нужно создать. И теперь, возвращаясь, еще раз напоминаю вам, туганлар, рахмат за лайки, о том, что кому мы будем подчиняться, кому нет. Понимаете? Бош бирмәскә, бош икмәскә, буйсынмаска. Вот эти слова мы должны понимать без перевода. Вот это задача наша. Неподчинение. Неподчинение. Вот я всегда это вспоминаю, когда это слово неподчинение, всегда вспоминаю это сраную армию русских. 2 года, которые я прошел. Почему наши терпилы Башкортостана, Татарстана терпят до сих пор, вот это меня бесит, понимаете, вот это меня вымораживает и бесит. Почему они терпят эту дичь, которая, имеется в виду, вот эту войну в Украине они терпят. Если я 2 года еле как вытерпел обычной армии. Потому что в обычной армии было такое же национальное издевательство над башкирами. И меня там называли башкиром. Потому что я из Башкортостана же. И вот там они там делят по регионам. Нахрена я не понимал. И теперь я понимаю почему. Потому что они были уже тогда нацистами. Понимаете? Вроде бы, пацанам 18 лет, они уже делили по национальности. Кто им вдолбил это? 18 лет им было. Я в 19 пошел, но этим соплякам было 18. Потому что многие пошли в свои возраста. Были взрослее, по 25-летние были, помню. Один дагестанец был, 25-летний был. Один русский тоже был. Да хрена кто там был, Исходя из этого, я понимаю, что нацизм тогда был. Это 2004 год, Я 2 года служил, в 2006 дебильнулся. К чему я это? Вот этот нацизм, қанға сіңген уже. Урысларны атасына, балаларына қанға сіңген. И ушул қанға сіңген немені они доносят до нас. Доносят до нас. Примерно так. Так, у меня тут одна батарейка садится. Сейчас продолжу.